спортивным играм «Дети Азии» усиленно готовится команда якутян, которая представит республику в настольном теннисе. Чтобы добиться лучших результатов на предстоящих соревнованиях, они проходят ежедневные тренировки. О том, как проходит подготовка спортсменов, готов рассказать мой коллега Тимур Колмогоров. Он сейчас на прямой связи со студией. Тимур, приветствую, ждем от тебя подробностей. Да, здравствуйте, Петр. Вообще, настольный теннис проводится в играх «Дети Азии», начиная с самых первых, то есть с 1996 года. Сам настольный теннис – это олимпийский вид спорта, в котором два игрока соревнуются друг с другом. Два игрока и две команды по два человека. Главная цель – перекинуть мяч на поле врага, и чтобы тот не смог отразить его. И сейчас вот мы находимся в спортивном комплексе Дахсун, где как раз проходит подготовку наша сборная республики. И как мы видим, в принципе, сейчас вот тренировки только что закончились. И рядом с нами сейчас находится старший тренер вот этой сборной. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вообще расскажите про сборную, как проходил отбор и какие сборы были? У нас 3 отборочных тура было. В декабре прошлого года мы провели первый тур, это республиканский турнир был. А потом в январе месяце второй тур был, первенство республики. И третий тур в марте месяце, отборочный только для вот этого возраста, 2009-2010 года рождения. Ну и с апреля по май мы сборы проводили в городе Харбин, Китайской Народной Республики. Дальше мы с 14 по 18 мая участвовали во всероссийском турнире в село Иволгинское Бурятской Республики. И с начала июня, с 3 июня мы проводим здесь, в Дахсуне, учебно-тренировочные сборы, вот, как бы окончательные. А какие вот сильные соперники встретились вот во время сборов? Ну, во время сборов самые сильнейшие это были китайские игроки. Вот ребята с ними каждую субботу-воскресенье на турнирах играли. Соперники очень сильные были. Ну и Иволгинский вот на всероссийском турнире они играли среди старших спортсменов, то есть до 20 лет. Поэтому у них соперники тоже очень сильные были. И они, например, там у нас у Антонов Ярослав имеет рейтинг российский 250 было у него, 56 было у него, выиграл там у спортсмена, который имел 500 с чем-то рейтинг. Вот. Поэтому у нас это хорошая проверка была. И расскажите, как вообще вот на данный момент проходит подготовка спортсменов к этим играм и насколько готовы они? Ну, тут мы еженедельно проходим проверку на аппарате Медас. И там, как показывает вот этот аппарат, ребята как бы еженедельно прибавляют по физике, по состоянию здоровья. Значит, у них идет рост. И в конце недели мы за пятницу тоже будем проходить эту проверку на аппарате. И тогда окончательно узнаем, в каком они состоянии находятся. А так, 15-16 мы участвовали в городском открытом турнире, летний сезон. И там Антонов Ярослав во второй лиге занял первое место, Попов Ярослав занял второе место. И среди девочек первой лиги Казаряна Смик заняла третье место. А Степанова Сандара заняла 4 место. Поэтому результаты неплохие. Надеемся на лучшие игры, спортивные игры «Дети Азии».
Что вы вообще вот ожидаете от своих спортсменов на играх «Дети Азии», ну и вообще от самих игр? Ну, у нас еще один игрок, наш спортсмен села Хатылы Чурыптинского улуса, с 2022 года учится в Московском специальном училище Олимпийского резерва №1. Он выступает за город Москву. И в этом году он на первенство России занял в командном зачете 3 место, в одиночном разряде 3 место, в смешанном парном разряде занял 1 место. Вот на Детях Азии соревнования как раз одиночные, парные и смешанные парные разряды проводятся. И он, если... Ну, город Москва пока не хочет отдавать, но идут у нас переговоры с правительством города Москвы и Минспортом нашей республики. Если он будет выступать за нашу республику, он, скорее всего, может занять 1 место в одиночном разряде. Ну и в парных соревнованиях он может занять призовые места. А если будет выступать за город Москву, то он может там занять даже 3 первых места. Хорошо, большое вам спасибо и удачи вот в предстоящих играх. Ну, как мы видим, вообще республиканская команда, республиканская сборная, в принципе, вполне себе готова к предстоящим играм. И они с честью покажут нашу республику в самом лучшем свете. У меня на этом все, Петр. Передаю вам слово. Ну что ж, недаром говорят, что главное качество теннисистов – это скорость и ловкость. Уверен, что наши спортсмены эти навыки уже обрели и покажут свои лучшие результаты на играх «Дети Азии». Тимур, спасибо. Напомню, на прямой связи со студией был мой коллега Тимур Колмогоров.